регион, усходнеевропейское подмір'я, і почали говорку про вельми дивную конфигурацию, якая вот складывается тут как бы у нас с перспективы дочинения там колонизатор колонизован, с перспективы постколониальной чутливости, постколониальной теории. Мы говорили про наявность, присутность вот апошньої стагоддзі в регионе як минимум з трьох стратегій якби колонізації, трьох, ну скажем, в певному сенсі імперій таких великих, хотя одна з їх не зовсім імперія. Перше, про що ми казали, пам'ятаєте, це Російська імперія і Совєтський Союз. Ось, это, ну, амаль що два стагоддзі такого вельми щільного впливу. Мы не разрознивали, вот, як бы не спробовали концептуализовать розницу між Советским Союзом, советским комуністичним проєктом, і в яким сенсі він може розглядатися як проєкт так само імперський і колонізаційний, і класичної колонізації, класичної імперії, вот этой Російської імперії. Так? Вот, сегодня мы, может быть, больше подробно про это поговорим. Другий колонизатор – это Польша. Вот. И знову ж таки Польша выступая в нескольких ипостасях. С одного боку, это шляхетская цивилизация, это вот та самая Речь Посполитая, якая от 16 століття до конца 18-го творить, власне кажучи, такой основний гештальт регіона. І в гэтым сенсе якби польскость выступая, ну, паколькі гэта польская корона, Великое княжество Литовское, то польскость выступая одночасово не як фактор такий якби этнічний, потому что есть поляки, ну вот польский этнос, и як фактор социальный, потому что польскость починає отосамливаться со шляхтой, с аристократией, там, с вышейшими всеми слоями, и як фактор цивилизаційний, паколькі Речь Посполитая відавочна перекручивая и этничные, и, скажем, ну, назвать национальные, протонациональные рамки, и выходит на такую, скажем, цивилизаційную модель. То есть мы часто называем такие термины «сарматская цивилизация». Вот, то польскость, выступая і як вот гэтая традыцыя агульная Речі Посполитая, якая включае в себе і літоўскасць, і украінскасць, і беларускасць, і габрэйскасць, вот тую самую, якая внутри Речі Посполитой. Вот, то есть это як бы мы спробуем обозначить другого колонизатора с одного боку, а с другого боку, например, польский субъект, польская субъектность – это Жечпосполита другая, это другая польская республика, межвоенная Польша, якая, ну, вельми конкретно включая территории Заходней Беларуси и Заходней Украины, и уже гэтая Польша не цивилизацийная и не социальная, не аристократичная, а вот как бы классичная национально-этничная. Вот эта розница поміж там поляками, украинцами, поляками, белорусами, поляками, литовцами, она уже выступает как розница этнонациональная. И эта Польша проводит, можно сказать, классичную колониальную политику, ну, про это мы все так само ведаем. При вас заходите. Третий колонизатор, якого мы казали, Познавшиеся допомагають мені допити каву, так прийшлося тримати глибочок.
Третий колонизатор в регионе крышечку іншага кшталту. Это не империя и не, скажем, этнос, не нация, а то, что мы можем назвать в классичном сенсе цивилизация, цивилизационная модель. Это Захад, альбо больше конкретно заходняя модерность, то есть Захад на певной стадии своего развития, менавіта с другой половы 16 столетия, когда, скажем, Захад становится экспансионистским и выстраивает певную иерархию, начиная, скажем, колонизовать свет. И мы казали, что вот в этих дочинениях Усходняя Европа и Усходнеевропейское помежжа выступают как периферия, спочатку экономичная, потом интеллектуальная, культурная, и в певном сенсе политичная. Все три ситуации – это ситуация залежности и иерархии, вельми складаного типа дочинения и такой складаной гульни. Памятаете, мы казали про то, что колонизация – это завсёды процесс ваговым рукам. То есть так інакш колонизованы саудзельнічае у процессе колонизации. Да? То есть так інакш мы примеряем на себе эти маски. И вот, коли так сказать, что для нашего региона характерна наявность в каталоге Усходнеевропейского помежжа мы бачим три типа маски. Мы можем быть русскими, не россиянами, тут так само важно разрознивать, а русскими. Мы можем быть поляками, такими в политичном сенсе, и мы можем быть европейцами. То есть назовем это так, потому что Америка далека, и вот, как это не дивно, Америка так и не стала для белорусской субъектности, скажем, ані спокусой, ані небезпекой, то есть ані этим великим колонизатором, то есть все те нормы, идеалы, какие, скажем, мы звычайно называем Заходом, для нас отосамливаются переважно с Европы. И давайте одразу включить вас, як мы колонизуемся, кем веселей быть для белоруса, там, русским, полякам, европейцам, и в разные историчные периоды. Тут же так само. Потому что зараз, конечно, быть русским, это треба особенное садомазо такое, скажем, включать. Это еще дело, на самом деле. Это смотря кто. Это у меня сколько подается садомаза, я где-нибудь... Я с Могилёве, люди говорят, мы русские, это просто... Так вот, что значит? Потому что, разумеете, вот мы подошли до такого момента, когда мы покидаем в боку простые отказы и такой простенький антиколониальный пафос, что вот як кепска там быть, скажем, колонизованным, не быть собой, там, потому что колонизация это завсёды спокуса. То есть это маски, які приміряються, які пропонуються колонізаторам, вони не тільки, скажем, нав'язуються, але і так само чимось спокушають. Тобто в этом основне може бути мотив, как сказать, поспеховость имперских проектов, что они что-то дают. Вот что дают? Ці давали на разных этапах. Что значит быть русским там, вот, в эпоху там, русской славы, там, конец 19-го, початок 20-го столетия? Что значит быть советским человеком? Для Беларуси я маю на увазі. Вот як это з нами відбувається? Вот давайте попробуем рассказать истории про змену этой субъектности, откуда и куда мы выскокивали. С локальности у этой широкие супольности. Давайте с русских начнем по... Это такое отчувание твоей дружности доверишь некой чогось могутного, моцного. И я просто памятаю, я не веду, як у 19 році, але у меня после школьной программы было отчувание того, что ох, это великая русская литература, ох, это великая русская история. Потом
Але гэта адбываецца тому, што не ведаеш сваёй гісторыі, менш ведаеш пра заходнюю гісторыю ці яшчэ што-небудзь. А потым просто того, што тебе в голову укладаецца верыш, а потым раз, ты раптам открываешь, што бывае ўвогуле ўсё інакш. І я просто назіраю там дасюль сярод людзей, которые подкрэсліваюць сябе рускасць в гэтым. Хутчэй за ўсё яны вельмі мала ведаюць пра сваю гісторыю ці пра гісторыю света. І вот яны так кажуць, это ж веліч, вот это вот штосьці значнае такое, великое, паспяховае. Но это принятие вот к этой маске, то есть самоколонизация такая, как бы это доброходная, то есть это без примуса, то есть это вот просто отбывается на автомате, когда працуе там сама имперская иерархия, да, что вот когда мы в школе, вот просто успрымаем как натуральное, вот там птушки спевают, там кветочки как бы зеленые, да, и великая культура, да, перед нами, и мы тут их потрапляем просто нерефлексивно. И тады вот эта нерефлексивная рускость, и она как бы залежит насамрэч от вельмі конкретной институции, то есть имперской системы эдукации. И как только эта имперская система эдукации пропадает, то она так само распрашаецца. И снова же таки залежит от взроста и ступени рефлексивности. Как только человек потрапляе в профессию там, ці в позицию, якая вот включае эту рефлексивность, и снова же таки этой рускости няма. То есть назовем это наивным. А можно ли все эти три этапа сделать, этих три маски этапами? Русская маска это тогда, когда вложили в голову, и она просто положилась. Стих на музыку положен. Была пустота в голове, ее заполнили чем-то. Потом начинается этап вопросов. Изучение своей истории, и тут невольно, безусловно, возникает больше. И частично люди на этом останавливаются, ровно как и на российском, безусловно, или на русском, вернее, простите. А потом, когда границы еще расширяются, и взгляд падает дальше, чем границы исторические, бывшие исторические, возникает Европа, и ведь ее мысль не заканчивается океаном, она также и в США тоже развивалась и так далее, и захватывается Запад. Да, просто Запад, да. Ну, это цікаво, а потом четвертый, но это уже когда постколониальная теория и буддизм. Это уже человек и его расцвете. Это цікаво, так вот, скажем, онтогенез и филогенез, я памятаю, нечто со школы, да, такие термины, то есть как это отбывается. Но пока меня цікавила, вот такая, скажем, вот потрапляние, вот як эти идентичности до нас потрапляют. То есть тут мы обозначили, что нерефлексивная русскость, вот потрапляя просто разом там с системой эдукации и с самой шириней, самим имперским проектом. Да? То есть такая рускость немагчыма без певных социальных лифтов. То есть вот вы видите себе там вясковый хлопчик, який там скончає якусь там школу, ремесленную школу, да, потом поступає в інститут, вчиться там на інженера і далее розмірковують який-небудь уральський город, и он там робит шиковную карьеру, становится директором завода, потом едет в Москву там замминистра какой-нибудь промысловости. То есть это классичный соудел вот, в таким имперским проекте, вот, цивилизацийным, это уже советские, ясно, часы. Вот. И он потребує так, інакш адмови і незавважання, адмовы от своей локальности и незавважання чужой локальности. Потому что вот таким русским можно быть тады, только когда ты вандруешь там по социальному лифте, а не территориально. Як только ты, например, обнаруживаешь на Урале локальные рештки локальные мовы, і цікаві етноси, і починаєш їх вивчати і все це робити,
гэта імперская маска ну, адразу спадае, ты раптам вяртаешься до самого сябе. Да? А ці ёсць ну, вот такая рефлексивная рускасць, то есть ці можна патрапіць в эту імперскую ідэнтычнасць праз ну, вот, як бы такія ўжо, умовно кажучи, высокага кшталту выбор. Нет, нужно себя сначала идентифицировать с кем-то другим, чтобы вернуться. Вот я чем спокушаю, я еще раз Очевидно, что есть чем спокусить, знаком качества. Вот, допустим, как сейчас крымчане стали какими-то русскими со знаком качества. Крымчане подтвердили правильность цивилизационного пути России и подтвердили то, что да, для нас это интересно, для нас это привлекательно, и мы хотим быть частью этого великого народа. И, в принципе, такой же выбор, как мне кажется, есть у белорусов. Вот, что потенциально это может обернуться каким-нибудь, ну, не знаю. А вы общались с крымчанами? Да, общался. Как? Так как с вами сейчас. Которые уехали. Ну, которые сейчас живут в России. То есть оттуда уехали? Да. Ну, вот, собственно, вот, кстати, да, то, что они приехали в Россию русскими со знаком качества, они проявили правильность этого выбора. И вот, мне кажется, это может быть какой-то рациональной основой для белорусов, которые там тоже хотят вот, ну, тех же преференций. Я не знаю, вот, будет ли давайте, они- может быть, историю крышечку іншою, кшталту, вот, ну, вот, висока культура, ну, умовно кажучи, там Олеся Адамович, який з'їжджає з Мінська в Москву і починає працювати, якби, ну, скажем, в іншому осередді і говорить про те, що от, якби, локального мені замало, якби, тут Вандея, ну, не всі розуміють перебудову, а от, якби, треба творити звиш літературу, звертатися до широкої аудиторії. Тобто це так само певна спокуса. І от що цікаво, ну, от два сябри і два, скажем, представника одного покоління, той же Адамович і Быков, вони в цій ситуації роблять діаметрально різний вибір. Быков, про якого росіяни навіть ну, не ведають і не усвідомляють, що він насамрэч пише по-білоруську, тому що от все настільки натурально усприймається як своя література, що, ну, то, що це перекладено, ну, якби відсовується за межі, да? Вот. Який вертається до локальності, причому до локальності самої такої, ну, вот, самої локальної, да? Тобто він Зенона Станіславовича там бере якості узора і підтримовує, пам'ятаєте, там апостол нації, там вот эти вот все такие, скажем, то есть он не становится политиком або идеологом, але ну, вот, выбирая эту локальность и платит за этот выбор. Это, зрештою, коштовало ему Нобелевской премии, я думаю. Вот, потому что вот, когда все поехали потом в Немеччину, там Алексеевич, Быков, там Шерман, Розанов, там все нобелисты потенциальные, да, то есть вот выбирали не с локальных. Вот. Ну, то есть я до того, что вот в имперской культуре завсёды есть вот эта высокая спокуса масштаба. То есть вот выйти, ну, вот с ворота до соправной аудитории. Да? Ну и ясно, чем платить как бы, за выбор локальности, вертание в локальность Быкова. Да? Вот. А чем платить Адамович? Вот как бы мы вот этот вариант. То есть это сапраўды белорусская постколониальная литература. Да? Ну, занимается просто свое место в иерархии имперской, ну, какое-то свое местечко, как в 21 где-то или там в 10 Риме. Ну, в рамках большой этой имперской культуры его место, я думаю, не самое великое. Ну, а можно ж, а можно ж, ну, ясно, не доскочил, да, а может доскочить, вот. Ну, Хто з тих, хто спокушений наступний, як ви кажете, що ну, от він не великий, а я-то стану самым головным, да, то есть вот давайте поспробуем. ну, мне кажется, вот вообще в целом вкуса любой империи, вот она в кинематографе там, или там, переходи на темную сторону, будем править вместе. Ну почему мы рассматриваем это как темная сторона? Мы здесь говорим немножко из контекста. Нет, Я просто метафора из Я понимаю, но мы «Звездных войн». Да, я понимаю. Но мы действительно говорим слегка с таким... Мне почему-то пришло на ум после вашего вопроса вариант ответа «душу продал». Но
Нет, Может быть, Адамович он- не переходил на темную. Да, Это да, и вот да, может мы быть разумеем, он что он- совершенно светлого, к светлому и к вечному устремился и хотел принести благо в этот мир. Ну, не Адамович один, а вот те, кто поддался спокусу, но ведь спокуса это тоже негативная коннотация. Да. Да, мы все говорим в негативной коннотации, а может быть люди Чому не... спокуса это вельми позитивна коннотація. Да? Ну, для меня, да, это подріяровщина такая Мгм. тотальная, то есть свет тільки так і працює, і он нас спокушає, он уже давно не закатывая и не командуя, да. Так что, вот. Ну, я просто удокладнил Да. эту ситуацию. Я бы сказал так, что вот глядите, чим заплатил Адамович за выбор, ну, вот, этого розголоса. Гэты розголос сапраўды быў, але вельмі кароткі. То есть імперская культура, насамрэч, абсолютно абыякавая да сваіх трубадураў і да ўсіх гэтых людзей, якія ну, вот, скарысталі яе, каб ну, пашырыць, узмацніць свой голас. Адамович не присутнічае в расійскім каноне, насамрэч, культурным. Ніхто не даследуе яго тэксты, не збірае яго творы, вот, не перачытывае яго там 10-й і 6-й раз. То есть ён потрапіў туды і кароткатэрмінова прагучаў вот в гэтым шырокім кантэксце, але ён згубіў сувязь вот з той самай лакальнасцю. То есть у 90-е, калі ён, вот, ну, конец 80-х, 90-х, калі тут все самое цікавае пачыналася, то есть вот калі паўстала тое ж пакаленне тутэйшых маё, да, вот калі ну вот сапраўды так беларускі там і антыкаланіяльны мадэрнізм пастаў у культуре, і радыкальныя спробы там рэканцэптуалізаваць саму традыцыю, вот выстраіць іншыя культурныя коды. То есть вот можна сабе уявіць, вот уявіце сабе, люди с регалиями, там, званнями, ну, с магчымасцямі зрэшты, сядзяць в Москве и думают про розголос из звыш-літаратуры. Да? А реальную работу в культуре робіць, ну, умовно кажучи, там, Сергей Дубовец, ці там, вот, хтосьці іншы, то есть, які там засновує новые часописи, там, стварае новые тексты, стварае новую эстетику. Да? То есть, потому что, ну, выбух конца 80-х, початку 90-х, это литература 1, литература 2, там, скажем, ну, это вот андеграунд белорусских, это наша Нива Віленская с абсолютно іншей эстетикой. Где в этот момент были генералы наши, там, якія так вот важно думали про розголос? Их не было знаний, пробачьте, да? То есть они сидели и вот калькулявали, скажем, колькость рецензий и магчымыя пераклады. Вот это я, может быть, так крышечку эмоцыйна заангажавана, но вот Адамовича пачынаюць прыгадываць беларускай культуре толькі напрыканцы 90-х, нават не напрыканцы 90-х, а, по-моему, это сярэдзіна нулевых, калі перакладаюць, збіраюць там невялічкі том ягоных твораў, перакладаюць яго на беларускую мову і перавыдаюць. Вот. Вось праблема творцы, іншы творца з розніцай там амаль 2 стагоддзі, про якога мы крышечку казалі, Фадзей Булгарин. Беларус, беларускі шляхцік, дварянін, там, паляк, што адно і тое ж на той час прыязджае ў Петербург, робіць фантастычную кар'еру, то есть это Олесь Адамович першай паловы 19-го стагоддзя, стварае там газету, піша звышпапулярныя раманы, вучыць рускую літаратуру, скажем, ну, там, французскому стилю. То есть это вот, ну, культуржегер высокого стиля. Это человек, який, ну, ясно, там не интеллектуал, потому что он переважно массовые жанры вносил, але тем не меньше. И он застаецца в каноне российской культуры
в якости там агента третьего отделения, там, то есть одного персонажа, всеми забыты, ніким не перечитаний, і мусить з'явитися Федута, який там починає там со своїх міркувань збирати ці тексти, отмывать репутацию, там, выдавать, ну и так далее, и так далее. Вот оказывается, что выскочить как бы, к этой имперской идентичности можно, ну, вот, можно вельми легко, а не застаться у традиции можно только, ну, вот, укороняючися как бы, и маючи такие глубокие корени, маючи свой контекст, да, маючи свою супольность, вот это самое мы, якое буде памятать и выкладать и тягнуть к этой традиции. Так что я думаю, что спокуса вот этой имперской вот великой культуры и розголосом, она весь час мусит заставаться, и мы не мусим ее бояться. Вот 2 стагодия вот работы с империей на Усходе уже достатково нам показали, что нават тое, что талановито реализуется там в тым контексте, и оно может быть вернуто и присвоено назад. Вот як с тем же Булгарином, як бы Адамовичем, ну и так далее, и так далее. С польской маской, то есть кто-нибудь спробовал быть поляком? Маете досвід? У кого есть карта поляка из присутствующих? Что значит быть поляком? Как вы думаете? Я- Это уже кончатково не актуально для белорусской Да, республики. первой своей поездки в Европу я думала, что поляк это пани Валевская, вальс и дворцы. После того, как я на пароме перешла на швейцарскую сторону, и вместе с нами на пароме ехали польские гастарбайтеры, которых откровенно чурались все, потому что они вели себя отвратительно. Я вдруг открыла для себя совершенно другую сторону Польши и поняла, что, ну, вот смотря, может быть, к чему, в какой момент примкнуть, Мгм. вот. А во-вторых, очень сложно разделить себя с совсем так уж скальпелем с Польшей, потому что очень большое количество населения имеет оттуда корни, причем очень живые и до сих пор. И, например, деревня моей бабушки, она переходила в 30-е годы туда-сюда, туда-сюда. И у нее имя польское, хотя она православная, но это абсолютно традиция в этой местности ходить друг к другу в гости на большие религиозные праздники. И почитать как те, так и другие праздники. И нет ничего более было естественного, нежели вот вместе это праздник. Поэтому, может быть, это немножечко не маска, а для многих из нас история. Просто вот глядите, быть русским для белоруса вельми легко на самом деле. То есть в уголе ничего не треба робить. Просто согласиться. Потрапляешь, что да, просто не обнаруживать свою локальность, да, погодиться на то, что ну, вот, как бы, локальность это схованное як таемное ядро недзе в глубине, а просто как бы, погодиться на поверхню, вот я бы так сказать, плысти по поверхне. С польской идентичностью такое не проходит. То есть, когда мы хотим увайсці в некие дачыненні з гэтай ідэнтычнасці, ну, вот розныя дачыненні, тут мы яшчэ нават не вызначили, ну, вот, якія яны могуць быць. Да? Потому что, вот глядите, другая республика польская, межвоенная Польша, это вельми, ну, умовно кажучи, окресленная дистанция социальная и национальная. Поляк-белорус, да? То есть белорус это больше подпорядкованных, это ну, вот, что-то нижейшее, а поляк это уже, ну, скажем, знак якости, да? То есть это уже высокая культура и представник как бы державы, властно кажучи, польской. Больше зато белорус в контексте вот этой межвоенной Польши это не просто іншая ідентичність уже, вот, але і ідентичність ворожая, небезпечная,
і спакушаныя іншым. То есть вот беларусы, яны заўсёды спакушаныя ўсходам, бальшавікамі. Да? І дасюль на Беласточчыне ну, вот стэеатып, што беларусы гэта там камуністы, бальшавікі, левыя падтрымоўваюць, ён як бы вельмі жывучы. Вот. Ну і вот все гэтыя войны там с АК, там с правымі праектамі. То есть тут ніякіх шансаў стаць, ну вот каланізавацца, начапіць на себя як бы маску польскую, акрамя як, ну, па-першае, сацыяльна скочыць, то есть зрабіць гэты сацыяльны ліфт, а другое культурна. То есть тут не просто трэба хаваць ідэнтычнасць і пагаджацца на паверхню, а радыкальна ламаць як бы вот гэтую внутраную ідэнтычнасць і, ну, скажем, вот выпаливать як бы свою локальность. Да? Но это межвоенная Польша. А ці ёсць магчымасць стаць палякам вот не в таким як бы жорсткім варыянце? Ці можа Польша быць спакусай, калі ласка? Ну, релігійно вельмі часто те саме. Католик, тому поляк. Вот. Оказывается, есть один маленький лабиринт, одна маленькая хитрость, праз якую, да, як бы мы ваходзім, і не гледзячы на вот все гэтыя там лакальнасці, не гледзячы на тое, дзе ты нарадзіўся, хоць там каля Бабруйска, як ты ж як бы Березинцы вот з гэтага романа Чернышевского, ты як бы поляк, тому что ты як бы католик. Вот. Что яшчэ? Лучить, звязвае там нас як бы вот з гэтай ідэнтычнасцю. Ну, калі казаць пра беларускую культуру і беларускую ідэнтычнасць. Может быть, вообще поэты, писатели, истории. Традыцыя. Зусім іншая польскасць, якую, ну вот не польскасць вот гэтай Рэчы Паспалітай другой, да, а вот польскасць Рэчы Паспалітай той даўняй, да, якая включае в сябе як бы і Літву там, і Украіну, і Беларусь, і прадстаўніком якой, ну вот ёсць як бы вялікая літаратура польскамоўная таго ж 19 стагоддзя. І гэта вельмі цікавы такі, скажем, зноў жа такі лабірынт, як бы ці ліфт, ці матрыца, якая, і гэта мы, скажем, не до конца сябе ўсведамляем, аднолькава далёкая знаходзіцца на аднолькавай дыстанцыі як ад нас, украінцаў і літоўцаў, вот, прадстаўнікоў сённяшніх там нацый, так і ад сённяшніх палякаў. Калі вы думаеце, што яны ну, вот, лепей за нас разумеюць Міцкевіча, там, як бы, ці Славацкага, ці якога-нибудь Міхала Чайковскага, там, не ведаю, там, Богвіца, там, з Крашевскім, вы памыляецеся, да? Вот ад гэтай літаратуры ну, засталіся нейкія культурныя коды, ну і вандроўныя сюжэты. Да? Але вот розніца паміж Польшай Пястоўскай і Польшай Ягелонскай, між вот той Польшай Рэчы Паспалітай і тым нацыянальным польскім праектам, які пачаў рэалізоўвацца з другой паловы 19 стагоддзя, просто неверагодна вялікая. То есть гэта іншая эмоцыя, іншае ну, вот, разуменне культурнай прасторы. І калі вы ну, вот, так прыглядзіцеся, у 20 стагоддзі у польскай культуры, вот гэтай ужо новай, вельмі много людзей, якія самі сябе альбо іх хтосьці называе апошнімі грамадзянамі Рэчы Паспалітай. То есть гэта і Мілаш, там, ну і много таких. Вот асабліва людзей, якія нарадзіліся на памежжы, вот тут недзе як бы там Літва, Беларусь, Украіна і ну, працуючы ў польскай культуры, тым не менш засталіся уважлівымі вот, да лакальных традыцый і лакальных кантэкстаў. То есть гэтыя апошнія грамадзяне Рэчы Паспалітай, вот яны тыя творцы, тыя людзі, якія звязваюць гэтыя дзве Польшы. Да? Якраз тая матрыца даўняй Рэчы Паспалітай, гэта утопіяй гэта не назавеш, як бы, потому что звычайна утопіі мы размяшчаем наперадзе ў будучыні. Да? А як назваць мінулае, якое
выступаю в якости вот такой Атлантида. Легенда. Золотой век. Золотой век Атлантида. То есть як гэта не дзіўна, вот гэтая Рэч Паспалітая не в якости там реальной истории, да, вот было, глядите, раз-пораз там какие-нибудь белорусские, ці литовские, ці украинские историки начинают махать руками и кричать: вы все мифологизуете, там якби все было не так, вот якби кольки можно там, давайте быть там навукоўцами, профессионалами. Ну, это, конечно, вельмі мило, но это такая наивность навукоўца, які не разумее, як працуе культура, да? То есть як працуе ідэнтычнасць, што такое палітыка памяці, якое абсалютна не важна, як гэта якби было насамрэч, а важна, ну, вот тая прадуктыўнасць, якая показываецца той альбо іншай там схемай, мадэллю, матрыцай мінулага в дачыненні да сучаснасці і да будучыні. І вот глядзіце, гэтая супольная Рэч Паспалітая, вот гэтая матрыца, якая лучыць нас там якби з палякамі і дазваляе нам якби саміх сябе, ну, вот, лічыць крышачку палякамі, да? То есть мы там беларусы, але пры гэтым, ну, в нейкім сэнсе, ну, вот гэтыя таксама грамадзяне Рэчы Паспалітай, Вялікага княства, то есть вот гэтага людзі вялікага гештальта, да? То есть гэта, скажем, гэтая візія ці гэтая утопія для беларускай культуры нараджаецца в пэўны момант. То есть яе не было, напрыклад, в 50-е гады для беларускай эміграцыі, ці там 20-е гады, а яна нараджаецца менавіта в канцэ 80-х, пачатку першай паловы 90-х. Вот раптам культура открывае для себя больш, скажем, ну, такі маштабны гештальт, то есть ёй становится тесно просто вот в локальных рамках только беларускасці, да? Вот. Ну и тут можно особенно про гэта казаць, чаму менавіта в гэты момант, вот як гэтыя локальные элиты позднего белорусского советского проекта вырастали с колониальных штанишек, вот, якія были накинуты вот, им Советской империи. То есть вот, они шукали некую іншую модель культурных дачыненняў и іншую модель, ну, вот, самой культуры. И придумали для себя эту Рэч Паспалітую менавіта, ну, вот, як спробу деколонизации и спробу выйсці з гэтай локальности. Гэта спакуса. То есть, калі беларус, ну, так як ён патрапляе в імперскую культуру, так ён патрапляе в гэты гештальт Рэчы Паспалітай. Некаторыя назад не вяртаюцца і становяцца там ліцвінамі, там, якби, альбо як той же Алесь Белы, ввогуле там невядома кім пакрыў, то есть, я думаю, что его на ідэнтычнасць, як там у анёлаў сярэднявечных в адзіным экземпляре. Да? То есть вот ён, калі яго попросили написать, до якой супольнасці ён належыць, ён бы сказаў, такое даў доўгае падрабязнае тлумачэнне, і аказалася бы, што ён адзіны складае гэтую супольнасць. Но это, безумоўна, вот як бы з той традыцыі. Да? То есть ёсць і ліцвіны, ёсць і палякі, ёсць і, ну вот, і хто заўгодна. Да? І ў гэтым спакуса. Пазітыўная ці можа быць і не абавязкова пазітыўная. То есть гэта вас спакушае туды вот выскачыць? Нет, забавная книга. Забавная? Ну, можно на русском? Да? Когда были вот в Пскове, там получилось так, вот просто когда разговариваешь с людьми, даже вообще вот в России, даже не то, что там центр России, а там Мурманская область, вот говорят, родственники при этом, да, вот как вы, да, ну вы тоже вот Крым присоединили, вы тоже с нами были. Вот честно становится как-то, ну, противно, хочется возразить. Хотя просто понимаешь, с родственниками спорить по этому поводу бесполезно, россиянам, но все равно неприятно такой осадок остается, и не хочется. Ну, все-таки свое как-то вот, мы белорусы, какие-то россияне. Если бы поляки такое сказали. Нет, Тоже класс.
У меня, допустим, там у нас как фамилия, допустим, такой корни, да, польские. Мне говорят, надо найти родственников, сделать карту полякам. Я не знаю, у меня есть желание. Я решила, что я в посольстве не пройду собеседование по поводу приверженности и вообще лояльности к польскому руководству. Вот что цікаво вот в этом гештальте, да, другим, да, то есть, что тут есть взаимодочинение, ну вот, как бы колонизации. Мы выдатно разумеем, что, ну, например, там и 17, 18, 19 століття шла радикальная полонизация, то есть высшие слои полонизовались, то есть тут нема идеализации там Речи Посполитой, а есть разумение, ну вот, позитивности самой модели, ну, скажем так, культурного мифа Речи Посполитой для организации продуктивного постколониального диалога сённяшних национальных субъектностей. Сори за такую складаную крышечку, складаную дефиницию, что мы не говорим про то, скажем, як было насамрэч, а говорим про то, ну вот, як это может быть сегодня. И тут мы нечаканно для себя, вот апошние десятилетия, подходим до конца продуктивности этой схемы. То есть вот эта Речь Посполитая, и она перестае быть продуктивной формой диалога субъектностей, и не для того, что там белорусы, украинцы, або литовцы, а для Польши. То есть вот войшовши у Европейский Союз, поляки канчаткова, ну, новое поколение, то есть, ну, и форму жыцця сённяшняя, яны канчаткова перестали ориентоваться на вот гэты стары гештальт, и больш за тое, в самой Польше вот гэтая традыцыя Речи Посполитой часам бачыцца, ну, вот як такая архаика, консервативная, патриархальная, и поляки крышечку побаиваются уже, так что вот, як бы, что. А зачем так часто со стороны Польши муссируется вопрос карты поляка? Зачем ему это уже проблема державная, а не, я думаю, чистая не культурная, да. потому что вот. Что еще цікаво вот в этой ситуации? В этом контексте нам треба учиться признавать себе не только колонизованными потенциальными, а и колонизаторами. То есть мы за весь час этих наших постколониальных теорий мы говорили переважно про то, как нас колонизовали, какие мы бедные, несчастные, и вот как мы хотим свободы, самостоятельности и своей субъектности. Но оказывается, что есть ситуация, при якой мы были как бы колонизаторами, причем такими тихими, подступными, и кто на нас крывдує? Сколько мы в Россию не ездим, они все нам рассказывают, как с поляками воюют. Российское питание мы часово закрыли, ну, да? Потому что мы колонизовали, вот, сказали ВКЛ, то есть это так, и когда белорусская группа, ну, там, ну, это так. Ну вот по всей экспозиции в Смоленске, вот видно, поляки для них были серьезные проблемы, вот, если так сказать. То есть мы вот в складе ВКЛ, можно сказать, мы, в принципе, были для них проблемы. И колонизаторы, можно сказать, как ходили, так и кормили там. Да, ну взять Псков, там вот это вот все. То есть как-то, наверное, Тут вот это... Я думаю, украинцы... Литовцы, конечно. Литовцы. То есть мы не до конца, то есть, ну, як сказать, кожный колонизатор, он от самого себе ховает свою колонизаційную сутнасць и говорит, что все отбывается натурально, да? То есть, когда мы говорим про межи белорусской мовы, якія по сутнасці вот недзе там под Вільняй захоплюючи якби эту лінію, говорим, что да, там все вяскоўцы размаўлялі по-беларуску, мы себе подманываем и крышечку так крыводушничаем, потому что все 20-е століття, и все 19-е, и все 18-е отбывалась такая повзучая славянизация полночи. Балтские племены, балтские говорки, литовская мова, ну и латыши, там, как бы там Латгалия такой регион вельми
таксама праблемны, да? То есть это нават самі латышы яго не зусім прызнаюць сваім. Да? Так вот, насамрэч, беларускамоўнасць, вот віліччына, гэта прадукт паўзучай каланізацыі 20-го, 19-го, 18-го стагоддзя. Да? І Адам Мальдыс, калі мы разам працавалі ў Скарыноўскім цэнтры, ён заўсёды прыгадваў, ён якраз з таго рэгіёна, што, скажем, дзяды яшчэ гавораць па-літоўску, бацькі, пакаленне бацькоў ужо білінгвы класічныя, а ўжо дзеткі толькі па-беларуску на простай мове. Прычым, што цікава, паколькі гэты рэгіён каталіцкі, то выпрацоўвалася не двухмоўе, там беларуска-літоўская, а трохмоўе. Сюды уваходзіла яшчэ польская мова, як мова касцёла, ну і мова там высокай адміністрацыі. І стваралася, ну вот як бы такое трохмоўе, трилингвізм, пры якой беларуская мова, ну ясна, не апазнавалася як беларуская, а гэта простая мова. Гэта мова такой гарызантальнай камунікацыі, якая лучыць, ну вот, всю гэтую тэрыторыю. Польская мова – гэта мова, сакральная мова сацыяльнага ліфта, то есть як бы пад'ёма, хочаш рабіць кар'еру, то есть мусіш так. Ну і літоўская мова, ну гэта мова там мясцовасці, традыцыі, то есть вот гэта ўсяго. Вот, і я нават, у меня была такая ідэя, што беларускі посткаланіяльны праект ці беларускае посткаланіяльнае мысленне, якое так альбо інакш вот, звязана з дэканструкцыяй там імперіі, ну вот з вызваленнем там самой суб'ектнасці, мусіць абавязкова, ну можа не пачынаць, но прынамсі вот асобным радочкам паставіць вот прызнанне віны перад літоўцамі. То есть такое символичное покаяние культуры, да, вот якая, ну и нават, я нават не ведаю, там особные некие штуды, ясно, что там есть и школки литовские зараз, якія падтрымоўваюцца самим литовским урадом, но вот гэта литвофилия, там, скажем, прихильность до литовской мовы, мусіць быць, ну вот, часткай беларускай вот гэтай новой посткалониальной идентичности. Калі мы поспели, но мы ніколі не были территории, которые поладали Литвой. Вот гэта самае цікавае, што гэтая каланізацыя адбывалася абсалютна не праз вот, ну, прымус сверху, а вот эта вот каланізацыя зусім іншага тыпа. Самі літоўцы, як бы, ну, гэта все опісалі, у іх ёсць нават даследаванні, вот як гэта адбываецца. Мы просто не усведомляем, что, ну, что такое магчыма. Менавіта таму, што простая мова выступала не в якасці мовы іншага этнасу, там беларусаў, напрыклад, вот мы літоўцы, а яны беларусы, да? Вот, это, не выступала в якости чужого, да? А выступала в якости кайне, то есть агульной мовы, долучаючыся до якой ты потрапляешь, скажем, вот в эту новую супольность, низовую, да? То есть ты можешь домовиться с, там, ну, и там, и там, и там, и поехать далей, потому что праз польскую мову это не адбывалось. Польская мова, ну, вот, мела свое, ну, свои маркеры такие, да? А вот просто, нават и беларускай мы такой не будем называть, потому что як только мы называем ее беларускай, одразу весь эффект пропадает от колонизации, то есть она становится чужой. Да? А тут своя мова. И тому, до речі, нягледзячы на тое, что вот апошнія 2 десятигоддзя мова реально жыве на Віленшчыне, беларусы, ну, мало кто записывается, потому что это, ну, это розная цивилизация, это розные палічки. И что цікава, так само, зноў жа таки, вот гэты трилингвизм недооценены, то есть вот як гэтыя три мовы між собой працуюць, вот, и взаимодополняют, да?
был недооценены и вот новыми литовскими уладами, опошние 20-25 год, и польской меньшине в Вильне. Вот глядите, это насельніцтва, якое па сутнасці каланізаваныя балты, польска-беларуска-моўныя, с разуменнем литовской мовы. Пасля конца Советского Союза, ну вот пасля, скажем, паўставання новых незалежных дзяржаваў, паўстала пытанне, а ну вот с якой ідэнтычнасцю гэтыя людзі пойдуць далей. Да? Польскай, беларускай, літоўскай, трохчаснай ідэнтычнасцю. Да? І было зроблена некалькі, ну, таких, мне здаецца, вельмі трагічных і ну, таких прыкрых памылак з розных бакоў. Да? Па-першае, і літоўцы, і палякі сыгралі на сумеснае супольнае выключэнне беларускага фактора. То есть, ну, однозначно были створаны структуры падтрымкі там, як бы, мовы ідэнтычнасці польскай і літоўскай. Да? Беларускі фактор, як вот гэтая кайны, быў проста выключаны. Прычым кожны бок ну, спадзяваўся, што мы заменім вот, як бы, гэтую простую мову, да? Што простай мовай стане альбо літоўская, альбо польская. Фатальнасць гэтай памылкі в тым, што, ведаеце, што замяніла гэтую простую мову? Расійская мова. Ніхто не чакаў, што вот гэтае насельніцтва, ну, вот, гэтыя людзі, якія маглі бы в выпадку правільнага выстройвання ідэнтычнасці, па сутнасці яны маглі бы быць мастом і цэментам всяго рэгіёна. То есть ведаюць літоўскую, ведаюць польскую і ведаюць беларускую. Это в огуле вот рэч паспалітая фантастычная, да? Вот. Но вот гэтыя все конфликты и неразуменне ну, вот, ідэнтычнасці памежжа і посткаланіального характера привело до того, что мова телевизора пришла. Да? То есть вот, и там русского радио, и шансона, и есть такий надзвичай цікавий молодий дослідчик, інтелектуал Роман Урбанович, не ведаю, може хто з Фейсбуку зафренджены з ім. Ён з гэтага рэгіёна, і ён польска-беларуска-літоўска-моўны антрополог, які вандруе і записывае там все гэтыя. Вот у яго ёсць вельмі шмат назіранняў і таких вот нават з'яўляецца, вот уявіце сабе, в розных мястэчках і вёсачках людзі, якія пачынаюць пісаць тэксты на вот гэтай трохмоўнай трасянцы. Руска-польска-літоўская. І я вам скажу, што нічога больш жахлівага ў сваім жыцці да, я не бачу. То есть, ну, конечно, можно списать как бы, вот, мою позицию на то, что там мы с белорусской перспективой глядим на все этого, и не треба было выключать как бы, белорусскость, вот и отрымали себе как бы, подаруночек. Да? Ну, насамрэч это так. Можно питание? Закажешь, что это все там было 20 лет тому, там скорее выключили белорусские аспект. Ну, а это советские часы. Ну, так бы, ну, не было там, то есть это там 60 год советского влады. І рускай мовы. Вот тады захоўвалася, тады ж ну, не прызнавалі, тады была Савецкая Літоўская Рэспубліка вызваленая, да, і не прызнавалі вот в той ситуации польскасці вот всей этой меньшины. То есть официальная политика литовцев ну, полягала на тым, что это вот просто жыхары Литвы, ну и поляков там як бы не было. То есть не было этого антагонизма. Паўстаў жа яшчэ польска-літоўскі антаганізм, да? Вот чаму была і дарэчы, вот калі бы беларускасць не была выключена, бо простая мова і беларускасць выконвала вельмі важную ролю ну, моста і такого вот перамоўнага плацдарма. Ну і з польскай ідэнтычнасцю як бы все страшно атрымалася.
замест того, как взять вот эту традицию Речи Посполитой, ну вот тутейшую польскость, да, почали массово завозить как бы польские кокошники там как бы вот оттуда, да, то есть почали импортовать идентичность. Не выращивать, не обопираться на как бы мясцовую локальную традицию, а вот как бы банально оттуда, скажем, все это импортовать. И ясно, что это чужое и для мясцовой традиции, и для, скажем, ну и не присвоивается, не засвоивается культура. Ну и белорусу простей за все стать поляком, и отчуть себе поляком, подсумовываючи это, поехавшим в Москву або в Петербург. И, ну вот с нашей идентичностью, такой новой сегодняшней, и с белорусской мовой, там, с разумением своей истории и традиции. По-перше, что теперь как бы заважая, ну, адукованный россиец, там, русский интеллигент, ну так вы же просто поляки. Какие же вы белорусы, да, то есть это не белорусская Ну, в общем, идентичность. тоже так вот. Вот. На белорусском спрашиваешь, они говорят, о, Лешенька, наверное, ты вельми плохо училась в школе, польский вельми плохо размовляешь на польском. Я, до речі, Они вот по-другому не это, воспринимают. это, скажем, литвинизм, там вот страхи Во Львове. перед литвинством, это так само з Європі. Ну і апошні колонізатор, апошня маска європейці. Як ви думаєте, які з нас європейці? Тобто, і от ввогуле, що нам з гэтым робити? Терапии. Вот это тяжелый вопрос, потому что до некоторого времени вообще мы не знали, что есть Беларусь. Да? Говорили про все эти Советский Союз русские, и очень было трудно объяснять, что Беларусь это не есть Россия. Я маю на увазі, вот вельми конкретно, вот мы выскокиваем, мы говорим, Да, что вот выскокиваем с я локальности. говорю о том, что раз Да. нас, о нас там не знали, а вот мы победили, значит мы что-то такое, ну как бы экзотическое для них. Мне даже непонятно, что это за маска европейцы. Это вообще о чем? Вот. Вот это вот с одного боку, ну вот мы говорим про то, что это, ну, певная, скажем, цивилизация, в дочиненні до якої ми виступаємо в якості локальних і підпорядкованих, но опрануть маску, стать европейцем, ті там человеком Заходу, да, то есть можно было На Филиппинах можно быть. вот, на Филиппинах, как бы, або в Советском Союзе, да, коли эта межа есть, и ты вот в якости оппозиции, ну там, российщине, там, я не советский человек, я как бы европеец, да, то есть европейскость вельми добра працавала як альтернативний клін, яким вибивається, ну, вот, якби, інший колонізатор. То есть быть европейцем – это значит не быть русским, а и в той же час не замыкаться в своей локальности. Мы говорим, что да, мы белорусы, а мы европейцы. То есть мы абсолютно натурально потрапляем как бы, в этот гештальт. Что еще, вот як вы відчуваєте? Есть приклади, наприклад, ну, вот, найновшей белорусской иммиграции там, в Европе? Да? Много белорусов, например, вот я просто, у меня первое образование художник-модельер, я училась в французской школе в Минске, сейчас совершенно гимназия. К нам много европейцев ездило всегда, постоянно, и мы туда ездили. То есть для нас это нормальная такая сфера общения. И я знаю, что ведущие дома мод Европы на 80% заполнены нашими кутерьми. Работают там. Ну, знаешь, что в Польшу ездил, Ну, про то, что это наши, ведаем только мы. Ну да, мы, да. Но они, да, белорусы умеют растворяться. Парадоксальный пример Алексеевич, может быть, которая, в общем-то, получила, ну, мировое, в том числе европейское признание через Нобелевку. Супер. Сапраўды, якби. То есть, причем яна потрапила в далягляд чакання, ну, то есть, яна виконала певную працу, да,
Вот глядите, як цікаво, да? То есть расейцы умеют быть только расейцами. І, адпаведна, ну, тыя расіяне, якія робяць кар'еру на захадзе, яны эксплуатуюць вобраз, ну, вот гэтага адрознага, то есть эксплуатуюць вот весь той комплекс там рысаў, ідэяў, вот, якія, ну, дазваляе беспамылкова сказаць, што ну вот это вот расіяне, да, это рускія. Палякі на захадзе таксама пры тым, што яны белыя, ну, и не адрозніваюцца от агульнай масы, тым не менш, ну, вот, не могут быть просто европейцами. Да? То есть оказалось, что белорусский досвед хавання, скажем, своей идентичности и своей локальности, вот этой мимикрии под пануючую идентичность, идеально запатрабаваны, ну, вот в этих великих метрополиях, где ну, вот люди просто живут, робят карьеру, робят там, становятся профессионалами. И я подозреваю, что таких небачных чемпионов, як Павел Данейка казал про белорусскую экономику, насамрэч вельмі шмат. То есть тых людей, якія вот всех эти 20 год выехали, тихо робили карьеру, и якія не рассказывали там вот кожному выданию, что, ведаете, я с вёсочки там з-пад Ляхавіч, як бы, и для меня там белорусская мова и червоно-белый стяг это святое, да, и вот все такое. Не, яны просто працуюць там вот навукоўцамі, там, модельерами и моделями, там, ну, кем завгодно. То есть я думаю, что это да, что ну так с гэтым все нормально, это нас не, ну, ніякой проблемы, скажем, поменять маску, ну, для нас не складае. А чым спакушае вот гэта? Ну, здається, меняют не только маску, а и идентичность. То есть все ты, кто уехал там в Америку, сейчас находят белорусские корни, у кого только их могут найти, вот там взять там Трампа, и ничего от идентичности не остается. То есть буквально там, ну, чуть ли не в первом же поколении они ну, как бы пройдет там 20-30 лет, и все, ему уже, он уже не белорус. То есть, ну, в смысле, он не несет больше эту идентичность какую-то, то есть вот это как, ну, такая универсальная форма, которая может питать чужую культуру. Ну, я уж не знаю, насколько в глубоком уровне, но если они там, ну, условно, идут в Голливуд и несут как бы вот эту, ну, американскую культуру, то это значит, что, ну, они, ну, как идеальная губка. Такая идеальная пластичная схема, якая может стать кем завгодно, да? То есть без особливого внутреннего травматизма. Так? Ну, да. Ну, вот, кстати, это такой пенсионист Рудко, да? Вот вроде как, да, вот еврейские корни там у него, но если вот так послушать, он же просто родился, даже можно сказать, даже не в Латвии, наверное, больше как российские корни, белорусские. У него окончание фамилия была Рудков или что-то вроде того. Он пересек океан и стал Рудков. Все, кто помнит, что он оттуда, с этих мест. Он просто еврей, который пострадала семья, они плохо жили, и наконец-то вырвался в свет в Америке через импрессионизм. То есть, ну, как бы никто не помнит, что он не отсюда. просто так веду, як бы, гэтыя три линии, я вельмі хитро подвожу до, ну, вот, до такого. То есть мы казали про то, что мы вертаемся вот до нашу ситуацию и начинаем, ну, так уважливо и подробязно проговорывать вот такие тонкие локальные речи. Да? Вот глядите, мы тут и теперь находимся, перед нами три фантастичные спокусы распущання, ну, які працювали на різних історичних етапах, распущання в різних культурних типах, різних масках, якби. Причем гэтыя три спокусы конкурировали одна с одной, да, вели, ну, вот, войны на территории, скажем, вот этого сходнеевропейского помежжа. Да, и мы скарыстовывали тыя або іншыя, ну, як бы, кшталты культуры для того, как не супрацьставлять, например, белорусскую идентичность российской, да, не змагаться там вот
с Российской империей як белорусы, а выступать як представники Европы, например, что мы насамрэч просто выбираем альтернативную универсальность, якая насамрэч мейнстрим, мы не хотели бы идти туда, потому что мы хотим быть. Повстає питання, а хто ж такі ми самі? І от ми весь час говоримо про некую уже повсталую субъектность, что мы, это культурное я, якое выбирает, долучиться, не долучиться, забыть себе, ці не забыть, распуститься в інших кшталтах, ці не распуститься. Да? А может быть, в ogóle, это и есть норма, то есть, может быть, этого ніякого я, ніякой субъектности нема. Все в свете, только вот это самая тьмяная гульня этих узоров и гештальтов. Может быть, право художник, да? Что никого нема. Подобается, что мы нет, подобается только то есть чему весь час повстає жадание, скажем так, обозначать и оборонять вот эту субъектность и выстроивать все ж таки, некие оборончие стратегии в культуре, в державе, в экономике. То есть это важно зразуметь нам самим, потому что с перспективы этих великих имперских гештальтов вельми часто повстає попрок, вы замыкаетесь в своей локальности. Да? Это так не цікаво, это так вузко. То есть, навошта ж быть такими вузкими. Да? Мы обозначили эти спокусы широкости и все небяспеки. Да? А в чым спокуса этой нашей белорусской вузкости? Что нас тягнет так, вертаться и выстроивать этот локальный контекст? Что такого есть в этой белорусской идентичности, в белорусском контексте, что он конкурует с этими спокусами и вбудовывая себе в некие такие, скажем, глобальные структуры сегодня и выживая. Мы серединка восьмерки. Вот Европа на одной стороне где-то у нее свои крайности, в России свои крайности, а мы что-то такое серединка, гармония такая. Это как жадание заиметь свое, потому что ты не в одной империи, и никто не сможет сказать мое. Да. Мой сородок, ты намагаешься поглыбиться и зрозуміти, хто ти є, но чомусь ці люди лишить важно розуміти, що ти є. Але по винику человек, который приходит до такой белорусской идентичности, переходит на мову, вивчає історію, культуру і так далі, і он тут починає бути чужим. Я кроме проблем в своем житті, покуль нічого, ясно, що, але ж і в этом есть некая сатисфакция, некая спокуса. Коли б не было бонусов, я думаю, что... Не подожди, что люди, которые могут расстроиться, они расстраиваются. Люди, которые не могут, не могут. Если так, я для себя подвести черту, то российская страна – это великая культура. Резервы, какие-то, большая территория. Польская маска – это история. Это исторические корни и глубина в прошлое. Европа – это, кстати, не ответили на этот вопрос, но тем не менее, это, наверное, прогресс и всегда передовые какие-то мысли, технологии и так далее. Будущее, да, будущее что-то. Но получается, что мы всегда едим с чужого стола. Культура там, история там, развитие, будущее там, а у нас нет ничего. А что мы передадим в поколение? А у нас есть своя культура? Нет, я не говорю про то, что она есть, я говорю про то, что эти маски, когда мы их... Вот то и передадим. Что, маски? Ох, нет, вы меня не поняли. Я говорю, что спокус этих масок, вернее, неправильность, нет, не так. Наше желание вернуться к нашим корням, к нашей культуре и сделать какую-то самоидентификацию в том-то и состоит, что мы не можем передать в
поколение вот эти маски. А зачем их передавать? Иметь Их свое надо положение, снять. да? Мы должны найти что-то свое, и поэтому мы всегда мы всегда стремимся снимать эти маски, чтобы вернуться к себе и что-то найти в себе, чтобы передать поколению. Тут мы приходим до этого загадочного концепта идентичности альбо тоесности и другого концепта национального проекта белорусского. Да? То есть мы вимушені, от, спробуючи отрефлексувати якби, те місце, в яке ми вертаємося, ми говоримо, що ми вертаємося в ідентичність свою, в тоєсність. Да? Але ну, от, до самих себе, да? Тобто це ми. Не до самого себе індивідуально, бо це інше, зовсім якби, інший тип ідентифікації. А от якби до этого уявного ми, яке ніколи не дадене як простая наявність, а завсёды стварається, конструюється, пишеться кожним новим поколенням. І от тут, от, ну, говорячи про белорусский проект і про белорусское постколониальное мышление, немагчыма, скажем, не намалевать двух моих улюбленных схемов по идентичности, без яких, ну, вот, мы самих себе не зразумели. Першая схема, я її пропонував Поль Рікер, ну, відомий французький філософ і терміневт, в своєму тексті «Наративна ідентичність». Він просто, якби, схема просто як 2+2. Він говорить, що, ну, вот глядите, якби, есть гэтае мы, да, вот коллективное. Вот мы говорим, что вот мы есть там, якби, кимсти. И мы говорим, что вот, якби, мы отоесамливаем самих себе с самими себе. А что значит отоесамливать самих себе с самими себе? В этом, Рікер говорит, есть два плана. Один план – это план простой тоесности. Простая тоесность. Ну, мы просто упевнены, что да, мы есть мы, да, и нам больше ничего не потребно. А другий план – это уже план нарації, план історій, які ми починаємо розказувати, він називає це наративна ідентичність, наративний план. План історій, які ми розказуємо про самих себе. Тобто, вот что важно так само разуметь. Как отоесамливать самих себе, то есть как выстроивать как бы, это место, эту простору, где нам комфортно, утульно и куда мы вертаемся, мы вымушены не просто вот, как бы сказать самим себе, что ну вот мы белорусы, да, а бесконца придумать как бы, самого разного типа истории, альбо мифы идентичности. И эти истории могут быть разные. С нашей постколониальной перспективы мы одразу скажем, ну вот зауважим, что значит как бы, постколониальность в дочинении до этой схемы. Да? Историю можем придумывать мы сами, альбо за нас може хтось інший придумувати этой історії. Колоніальність ситуації, якби, в дочиненні до белорусского проекта полягає на тим, що історії про те, хто ми такі, весь час розказує хтось інший. Нейка інша суб'єктність. Не сама культура. Тут так само важно розуміти, що вот этот суб'єкт, от ім'я якого да, вот, розказується історія, це не фізичний суб'єкт, це не історик там А, і не філософ Б, там, якби, і не літератор С, а це сама культура, це вот щось імперсональне, яка працює, ну, вот, як, ну, Гудович би назвав це дискурсом, яка працює праз конкретних особів, відбираючи, просіюючи, ну і покидаючи, врешті-решт, вот на поверхні этой истории. Что за истории? Какие могут быть истории вот, про самих себе? И тут мы подходим до другой схемки. Вот. Я, колись, подумал, что может быть 4 типа таких историй.
Ну и не только я просто систематизовал вот то, что писали историки, антропологи. Первый тип истории, ну, мы можем назвать мифом походження. То есть, вот, коли эта супольность вот, находится, то первое, про что я про себя придумываю и начинаю рассказывать, это откуль мы повстали. В этих историях история территории, супольности переписывается в якости перед историей нации, истории национальной, да, то есть повстає, ну, так званий там національний, наратив національної історії. Міти походження. Это минулое. Да? Другий тип истории – это миты будущего. Ну, что такое мифы будущего, можно зрозуміти, пригадавши американскую мару, да, American Dream. Да? То есть это вот певные ну, проекции там, вот этого супольного існування, супольности в будущем. Да? Міти порядку, сила, да? Державність, якби, ну, от певні речі, які зв'язані там з правом, з законом, от як все уладковано в цій просторі. Да? І то, що нас зветься якби міф душі, або національного характера. Ну, это вот литература, поэзия, это вот самые разные такие проекции. Памятаете, вот что такое белорус, да? То есть вот Колосов, там, этой самой полесских ягодных там, историях у Першиню повстає там в образ белорусского наставника и белорусской пригажуни. Ну, то есть вот это все. То есть тут треба розуміти, що всі эти типи розповіда, всі эти типи історії, это не тільки і навіть не стільки адлюстрування об'єктивної реальності, скільки певне моделювання. То есть мы придумываем вот эту белорусскую душу. Мы, мовно кажучи, вот без жилки бы, ну, мы просто не имели бы как бы, вот такой идеи белорусской души без поэзии, без литературы. Да? И эти мифы, национальная идентичность в певном сенсе, там, национальный проект, так або інакше выступає як сполучення всіх 4 типів міфів. Да? Причому у різних національних проєктах ці дози будучині, минулого, там, якби, порядку, душі, вони по-разному, ну, вот, різної консистенції і різний процент. Американська ідентичність, якби, це ідентичність будущего. Вот, і вона, скажем, располагается вот где тут. То есть максимальная вот идея там порядку, то есть и ориентованность на будущее. Европейцы нигде тут. Значит, супольное минулое, то есть вельми важное почуття истории, але так само и порядок, и вот, там, наука, прогресс, там все такое. Вот что такое белорусский постколониальный проект конца 80-х? З усіх національних міфів, от коли казати про білоруську ідентичність конца 80-х, одиная аутентичная частка – это вот міт душі або національного характера. Тоді це називалося «щирий білорус». Вишиванки, якби, спокійний, лояльний, нікому не погрожає, скажімо, якби, ну, і так далі, і так далі. Міт походження написаний не нами, то есть свою историю мы не придумали. Белорусский порядок только в страшном сне, то есть никто не верит, что то есть вот конец 80-х с вас бы посмеялись. Ну и ясно, ніякої будучині, скажем, не проглядалося. То есть, вот. Коли мы говорим про белорусский постколониальный проект, то это завсёды
абсолютно, ну, может быть, не заўсёды рацыянальна, дзейнасць як бы новых пакаленняў по перапісыванню нацыянальнай ідэнтычнасці. Вот якімі мы сябе прыдумаем, якія мы гісторыі закладзем вот сюды, праз літаратуру, праз навуку, праз публічную сферу, вот такімі мы і будзем. То есть это такие радикально-конструктивистские подходы. И, может быть, я завостряю ситуацию, насамрэч ясно, что культура не працуе так, что вот як мы вырашым, так и будет. Да? То есть она скажет, нет, вы придумали цудоўную ідэнтычнасць, а я вот покладу яе в такое долгое чаканне, и, может быть, праз пару поколений кто-нибудь знойдзе и скажет, як добра яны все придумали. Ну, мы працягнем, может быть, пытанні, заўвагі, працягнем вот разбор і паглыбленне ў беларускі посткаланіяльны праект на наступнай сустрэчы ўжо праз падрабязную і, может быть, дэтальную аналітыку стана, вот што адбывалася з мітам паходжання і в якім мы стане сёння знаходзімся, што такое гэтае беларускае мы, и як мы бачым свое минулое, что такое, ці ёсць там нацыянальны характар и беларуская душа, ці ёсць беларускі порядок. Вот подумайте, ну и якая будучыня нас, то есть какие утопии мы можем придумать для нас, как открыть для нас будущее. Ну и тут уже я хочу, как каждый из вас, вот по этим 4 параметрам, ну так само продумал свое выступление, как это уже была такая форма супольного семинара. Ці ёсць пытанні, заўвагі? То есть міт парадку гэта вось нейкая дзяржаўная структура. Что это такое? Да? То есть вот зараз я паспрабую растлумачыць. Это, для меня это такое самое неудобное в плане дефиниции речь. Вот, разумеете, Ирина Дубянецкая назвала бы это космос и хаос. Да? То есть в певном сенсе это вот такие как бы национальный космос, то есть такая структурация свету, ну, якая адбываецца міжволі у нас. Вот, калі мы говорим, что ну, вот, да, тут жыццё так уладкавана. Формы жыцця, якія регулююцца і самарэгулююцца. Ну, напрыклад, гэта можа быць там, ну, формы традыцыі, да? Ну, традыцыйнае грамадства. В пэўны момант гэта, канешне, права і законы. Да? І вот калі мы говорим, что вот белорусское громадство раптом открывает для себя статут Великого княжества, и мы говорим, так у нас была первая правовая система, да, как бы, и мы цитуем Сапегу, что там как бы зверхность только права мы здольные над собой признавать. Да? Вот это порядок. Да? То есть, причем вот как в американской конституции, может быть, американская конституция это был самый лепший міф парядку, які ввогуле недзе існуе, да? Что это не просто, ну, нейкі абстрактны закон, да? А гэта той закон, які вот мы, американцы, як пэўная супольнасць, свободно для сябе выбрали и приняли. Вот это вот важно разуметь, да? И, ну, скажем, и тут альбо ты маешь отвагу и субъектность выбирать для себя свой закон, да? Вот, ну, умовно кажучи, сённяшний русский порядок – это закон войны, да? То есть это право отгрызать у суседзяў там территории и не зважаць на решту света. Да? Вот яны для себе приняли такой закон, такой міф порядка. Да? Яшчэ реакции ці заўвагі? Ну, тады буду чакаць ваших таксама